11-й раз проводится в нашей стране Белорусский международный медиафорум «Партнерство во имя будущего». В этом году на форуме, на разных его площадках, в формате выставки средств массовой информации в Беларуси, в формате летней школы журналистики, на наших проектных площадках. И вот сегодня на пленарном заседании принимают участие представители 20 государств мира, представители экспертного медийного сообщества. И мы все в стремлении быть здесь, в Беларуси, для того, чтобы и в этом году Белорусский международный медиафорум подтвердил свой статус медийной площадки, где обсуждаются актуальные проблемы развития современности и роль средств массовой информации в этих процессах. В этом году Белорусский международный медиафорум, канун таких знаковых дат 20-летия Содружества независимых государств, 20-летия союзного государства, 25 лет суверенности Беларуси, конечно же, будет обсуждать вот эти важные темы. И отрадно, что президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко, направляя приветствие участникам выставки и участникам форума, отметил, что культурное и информационное пространство, сформированное за годы независимости Республики Беларусь, служит позитивному созиданию, утверждению идей интеграции, мира и добрососедства, эффективному сотрудничеству в гуманитарной сфере. Участники медиафорума, я искренне, во-первых, хочу выразить слова благодарности за такую возможность проведения подобного рода встреч, возможности диалога, возможности общения на подобных площадках и возможности высказывать позиции по стратегиям развития средств массовой информации, информационных площадок наших стран. Это добрая традиция, которая уже не первый год у нас развивается, дает конкретный результат. Уважаемые участники форума, я полагаю весьма символично, что на нынешнем Белорусском международном медиафоруме заявлены темы 25-летия образования в стране. В этой связи не могу не сказать несколько слов и о Содружестве независимых государств. За прошедшие годы Содружество состоялось как уникальная и универсальная международная организация. Положенные в ее основу принципы взаимоуважения, равноправия, учета интересов друг друга, признание права государств-участников на выбор собственной модели развития предопределили востребованность Содружества и его важную конструктивную роль в системе международных отношений. И в качестве представительного регионального объединения с широким членским составом СНГ стала сегодня удобной базовой площадкой для осуществления разноуровневой интеграции в формате заинтересованных сторон. Вчера у нас состоялось заседание Совета министров союзного государства, это глава правительства, регулярно встречаются, решают какие-то вопросы. Мы вчера могли, они встречались, мы обсуждали всевозможные темы, которых накопилось за полгода 27 аж. И из всего этого можно выделить, вот я бы на двух вопросах, так сказать, упомянул, вернее, не останавливаться, упомянул. Первое, это действительно принят план действий по созданию общего информационного пространства. Это впервые такой документ подписан, это говорит о том, какое внимание уделяется вот этой сфере нашего взаимодействия Российской Беларуси. И второе, это приняты 4 новых программы союзного государства. Это для нас крайне важно. Это программы, которые финансируются за счет бюджета и конечным продуктом которых является инновационный продукт, какое-то изобретение, это научно-исследовательская опыт, конструкторская работа. И 3 концепции программ, которые будут преобразованы в программу в ближайшем году. Вот это, пожалуй, говорит о тех акцентах, которые мы сейчас делаем в нашей взаимной деятельности. Я хочу сразу же обратить внимание на то, что документ о создании общего информационного пространства – это не документ о пропаганде работы бюрократических структур союзного государства. Он принимался не для ведомств, он принимался для жителей союзного государства.
каждому жителю союзного государства, каждому гражданину Республики Беларусь и Российской Федерации, где бы они ни находились, находить необходимую и интересную ему информацию, одинаково обращаясь к источникам как российским, так и белорусским.